сярэдзіне колішняй бедзельскай хаты, якую будавалі ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, будавалі яе драўляных пілаваных жорунаў, так называемых дыляў, акрылі чаротам або саломай. Каласкі абавязкова паглядзелі ўніз. Снапочки были звязаны паміж собой и промацовывались жертвочкой. Умовы жыцця прывучылі селяніна ўсё вырабляць сваімі рукамі. Таму на выставцы вы бачыце землявучыя прылады і таксама рыбалоўчыя. Вось гэта цэп, якім малацілі зерне на таку, затым зерне веялі шуфлікам з доўгай ручкай. Калі зерне было недастаткова ачышчана, його падкідвалі яшчэ ў такіх драўляных начовачках-апалушках. Сена зграбалі граблямі, а вось такими вилами складывали его у купы. У четверг нападут черви, а сеяли только в пятницу и в субботу. Убирали лен в другой половине жнивня, рвали маленькими жменьками и ставили в копы сушить. Затем его вымочивали в рассол. В левом угле звычайно висели образцы, обеденные тканым ручничком. Унизе сыходились одна-две лавы, стоявший стол засланный чистым обрусом. Это назывался червоный кут. Ён цяснейшым чынам быў звязаны з сямейнымі абрадамі. Тут павівальная бабка перадавала куму дзіця, калі тое неслі ў царкву. Тут благословляли маладых, калі ехалі ў царкву, або тых благословляли тых, хто адпраўляўся ў далёкую дарогу. Трасти. І тріпати ходила, тріпати з мамою ходила зимою, обирати. А мов 13-15 вже рих даває трасти. Ну а потім вже після колядок ми зовемо, вже мама навиває і заставляє ткати. Не хочеться побігти на вечірки, ну не пускає. Я чую. Прийдуть хлопці, стукають, мати завісить, тоді не було, ні тюлю, ні завісняки радюги, я вже чую. А на вечірки вже ходили ми у суботу і в неділю. І до того не танцювали, не співали, бо матері нам не розрішали. Пост був до Пасхи. І ми вже після Пасхи, вже тоді ходили на вечірки, на музики скрізь ходили. І тоді ткали, до знову мама вже на золото тих полотен, то несемо у луг розстилати. І несу таке полотно, вона попарить, і несу розстилати, подарки. І от все ж воно роблене, все ж руками. І вже того. А коли йшли замуж, много ручників було? Було, а може 15. І от мама встає раненько вже моя топити, а я вже стою нашивати. Нашиваю, потім кружева роблю, ті кружева. Ті з мамою перем вже їх. От так ми були. І на волоки свої, сорочки свої, усе своє було. Ну зараз вже льох стало. Ну але знаєте, на волока своя, то як... Это вельмі важный и працаёмкі працэс. Кожная гаспадыня унізе была адтуліна для сцёку вады. Эту адтуліну спачатку закрывалі, на дно клалі больш цёмнае якоеś палатно, а всередину клалі ручнікі і фартухі. Таксама закрывалі палатно і засыпалі бярозавай золой, якую спачатку прасеивалі. Потім клали, з печі брали гарячі каменчики, які були розогреті, бо там стояли чугуни, з водою кипела вода. І заливали этой водой, клали каменчики, чтобы эта вода не остывала, а продолжала кипеть. И так вот всю ночь это полотно было в этой горячей воде. И женщины говорят, что так само пробивали поломку и полоскали у ледяной воде. Руки мерзли, спадница покрывалась ледяшками, але руки грели в этом жлукце, сажали под простыни, под эти фартушки. И вот так весновые воды, калитые были поверх травы, и под уздением солнца и воды так само полотно ляное отбеливались. Вот в этой экспозиции показаны ручники, которые применялись у побыте, у тиранники. Унізе ось пришивали такие. Бездзержское полотно выделяется особливой отбеленностью и вытонченностью полотна. Бо нездарма кажуть, что лен узяв свежесть у росы, чистиню у сонца, колер у блакитного неба, а пяшчоту у закаханой дзяўчыны. Ось в наших ручниках. Можете поглядеть ближе. Снизу прошивались коробки. Красоты.
А зараз ви опинулися у царстві везерського фартушка. Фартух – це поясніть. Ага. Питання. А нитки для ручників, для вишивки, де їх перебирають? Покупные это. Мулины. Мулины. Покупали. Не покупали. Покупали. Кто привозил? Украина, Польша. Украина. Украина. Фартух – это поясная одежда, якую одевали поверх спадницы. Это составная частка костюма белорусских женщин. Перший фартух, який заховує наш музей, був створений у 1880 році. Ви можете подойти ближче і поглядіти. І це ось перші фартухи. Вони відрізнювалися більш стиплим оздобленням, простого переплетення, вони були більш темні, шилися вузькі, але довгі. А ось це вже святочні фартушки. Ткали їх з тонюсечких ниток. Коли про заручальний перстенок проходило 300 ниток, ось таких ниток брали полотно і шили святочні фартухи. Шили фартухи у 2-3 полки, так как закрывала не только перед, але и боки спадницы. Ось бачите, тут запрацовані такі складочки, і це не здарма, його було потім добре складувати. Символ детей, бо верила, что эти дети вырастут разумными и счастливыми, и поэтому хотелось учиться на фартушку обшим и марить кожная женщина. А это вот все неповторный фартушок был самым приватным. И, здається, откуль могла брать неписьменная солянка вот такие узоры. Олег, мы бачим, что наши женщины имели вельми тонкое отшивание рослинного цвету, мастарские гуски имели так. Крышка была отличивать певную колькость ниточек. Так, мне же Бусюку доказывала, что это аппликация, а он со мной... І коли відкрився наш музей, то вона подарила його нам. Він складається з сорочки намоткали, спадниці. Спадниця називається, чомусь її жінки назвали купіролази. Ну, це покупная тканина. І фартушок невесты, белютки фартушок, ось такими короночками, як снежинки. На голові була пара, называется, такие клеточки штучные робили невесте. А это радостовская молодой. Ну, тут уже отрознивается от Безежского региона пестрой. Ему характерно вот такие нашивные. Она принесла, ткала и она и вышивала, это в 50-х годах. Только ее, да? Да, только ее, вся коллекция. И вот тут были у нас замежные туристы, и она принесла, и многие купили, нам стало шкода, что раскупить. Я попросила, ну мы попросили, звернулись до старшини Колгаса, и он нам выделил гроши 300 тысяч за 6 фартушков. Ну, а тут уже пейзаж такой у нас носит сучасный характер. Бо і по сьогоднішній день у Безежі займаються тканням і вишиванням, і ганьба той невесті, яка не одурить родню жениха тканими виробами. І зараз? І зараз. І зараз. Я ж говорю, що ганьба той невесті. Вона не одарила тканими, ось так. На чорному полі витисні на витих, я персикавіці, єдних на этим ручнику. Демонструє Казалвар Бежа фестиваля народного мастерства «Белорусная песня». На выставе 1996 «Зеленое дерево» у нас школа народной творчости по классу вышивки и комплектением. Вот. И кто хочет купить очень давайте на ней на я приеду целый, продаю. Она наша очень такая участница, активная, современных а Ивановцы вывезли отсюда. А сколько микса не бывает в то время? А так мы не дадим, если мы сами их где есть.
Здесь постоянный фонд, мы продаем, сейчас у них есть фонд, и выпускника, и шапки, приезжают на страсту. А сколько выпускников здесь Представлены два костюма, видите, у нас были радостно вчера на сцене, если помните, огнички в таком. Вот это единственная деревня, которая межует с Кобринским районом, и вот у них такие костюмы, только у них в деревне больше такого нет. По всей территории района у нас распространены вот эти вот парки. И этот костюм, так или иначе, немножко видоизмененный, но он такой. А у них вот там радостно, это болото, совершенно другая культура. Это не крахмалица, у них этот костюм, ну, в общем, совершенно другой. У нас все один район, да, ничего общего. Ну, дело в том, что радостно в свое время было Кобринская дочка, не наше, а со временем оно отошло. Не удивляйтесь. Так, и ще забившийся Лука. Так, это Марія Дмитрівна. Замість персидського узора Бездиську квітку ручника. бездишку. Бездиську. Бездишку. На местном языке бездиш. Да, мы Бездиш. Здесь есть такая легенда, почему бездиш. Значит, рядом с Бездижем межует еще деревня Заставье, они не разделяются, я в Заставье именно. Есть деревня Заклетение и вот Бездиж. Значит, в былые времена не было здесь в деревне Деж, Заклетение. Так оно и осталось, Заклетение, заклятое. А затем эти бездираны отправились в Заставье, там где я, и, значит, заставили бедных заставлен дати им эти дижи. Вот отсюда Заставье называется Заставье. Ну, это такая есть версия. Ну, Версия интересная. Вот здесь у нас, значит, к сожалению, в этом году нету школы народного творчества по классу ткачества. Хочу сказать, что когда была в декрете, это не так уж давно было, наткала своей дочке и рушников. Да, уже у нее вот такие вот подарки есть. Да. Осталось жениха найти, но вот у нас председатель сельского совета, говорит, у него сын есть. Так что если крохи не хватит, то він своїх дасть, потому что бездетский. Да. То мы уже все поприносили. Это у нас подарки. Вот таким вот образом ткутся подарки, которые навешиваются невестой для родственников жениха. Таким же образом, такими узорами ткутся у нас и наволочки,